Со мной связывались, мне скидывали материалы, фотографии, истории о том, как это произошло. Людям просто хочется, чтобы об этом не забывали. Людям хочется, чтобы об этом кто-то написал, чтобы об этом сказали, чтобы не так просто взяли и 27 человек убили, и все, и об этом все забыли. Ребят похищали, то есть приезжали сотрудники, брали в окружение дом. Если находили в этот момент дома этого человека, то его похищали. Если нет, у родителей, у родственников узнавали, где он находится, он попадал к ним в руки. И, как обычно это бывает у нас в республике, ребята просто пропадают. Сначала никто не знает, где они, кто их забрал, какая именно структура, по какому обвинению. Никто ничего не объясняет. У нас в республике нет такой практики, чтобы родственникам говорили: ваш сын задержан по такому-то обвинению, вам не стоит переживать, там будет проведено расследование и так далее. У нас такого нет. У нас просто человек пропадает. И родственники начинают по каким-то своим каналам, через своих других родственников, которые работают в структурах, начинают узнавать, где он находится. Вот тем же самым занимались и эти родственники этих ребят. Но потом, после того, как их уже не стало, то есть их всех убили, и из того самого списка, из статьи «Новой газеты» узнали о том, что они погибли. После этого на родственников начали оказывать давление, чтобы они подписали какие-то документы, что якобы этих ребят никто не задерживал, что они уехали в Сирию, что они якобы там погибли в Сирии. Оказывалось давление, у кого-то забирали там бизнес, отжимали, кого-то также похищали. В общем, началось вот это вот терроризирование родственников. И в результате эти родственники в полном своем вот объеме, прям все ближайшие, они вынуждены были бежать из страны, оставляя все свои дома, свои там, у кого бизнес, у кого работа и так далее. И большинство людей, из которых я знаю, они сейчас находятся на территории Европы. Я не склонен к тому говорить, там, виновны там люди, невиновны, опять-таки в рамках российского права я имею в виду. Факт в том, что каким бы виновным человек не был, бессудной казни быть не должно, убитыми они быть не должны были. Поэтому виновен он в рамках российского законодательства или нет, пускай разбирается справедливый суд, который, конечно, в понимании российском мы его не найдем. Но факт, что этих ребят убили, и это нужно расследовать, за это нужно наказать виновных. Для того, чтобы вывести этот вопрос на ЕСПЧ, для этого нужно пройти национальный уровень. А на национальном уровне этот вопрос глушится как раз и отказывается просто в возбуждении даже уголовного дела. Об этом сегодня и написала «Новая газета». Даже в возбуждении уголовного дела по факту смерти в несудебной казни 27 человек было отказано. То есть нет даже уголовного дела по этому поводу. Ребят как будто бы никто не убивал. Есть какие-то объяснения, что они якобы там сами куда-то уехали и погибли. Поэтому, чтобы вывести вопрос на ЕСПЧ, им нужно сначала получить решение суда в Чеченской республике, затем решение суда Верховного, и потом только они могут вывести. То есть это правовой какой-то механизм. Конечно, они собираются этого добиваться. И, по сути, вот эта вот статья, которая сегодня была опубликована «Новой газетой», это и есть те действия, с помощью которых пытаются все-таки этот вопрос как-то вывести в какое-то правовое поле. Но есть ли среди родственников какая-то консолидированная работа, я не знаю, я сомневаюсь. Я думаю, что родственники навряд ли в состоянии сегодня как-то собраться и вместе двигать этот вопрос.